Это спортивно-акробатический клуб «Кайлас», участники Студвесны-2024. В прошлом году именно они стали обладателями гран-при. Но как студенты автомеханического техникума научились цирковому искусству? Сейчас расскажем. В Сыктывкарском автомеханическом техникуме спортивный клуб появился в 2017 году. Однако акробатическое направление коллектив начал развивать годом позднее. Тогда ребята готовились к студенческой весне и решили впервые попробовать себя в оригинальном жанре. Это акробатика, это творчество, это танец, это умение донести, что мы хотим до зрителей, чтобы зритель понял ту вкусность, ту цель, да, которую несет вот именно в этом номере. Ситуация, которую наши студенты совместно с Лидией Олеговной доносят до зрителей республики и всей России. По словам руководителя Лидии Форосенко, администрация колледжа активно поддерживает объединение. Студентам помогают шить костюмы, лояльнее относятся к подготовке во время учебы, а также обеспечивают финансовую поддержку при выездах на различные конкурсы. И ездили на Всероссийскую студенческую весну, где также наше руководство нас полностью поддержало, потому что это затратно, да, отправить такой большой коллектив. Это не один-два студента, то есть это целая как делегация уже получается. Вот и всегда радуются нашим маленьким и большим победам. Руководство нас любит, поддерживает и за наше развитие. Республика в целом поддерживает молодежь. Когда мы ребят направляем на федеральный этап, мы их обеспечиваем, делаем для них специальный мерч. Кроме студенческой весны устраиваем логистику, да, по проживанию и так далее. Ребят, которые будут выезжать на федеральный этап. Коми ежегодно отправляет победителей Студвесны на следующий этап фестиваля. Так, в 2023-м спортивный акробатический клуб «Кайлас» представлял делегацию республики в Ханты-Мансийске. Как отметили ребята, им удалось не только достойно выступить, но и показать свое мастерство на гала-концерте закрытия фестиваля. Поездка на федеральный этап прошла просто потрясающе. За эту небольшую неделю мы успели посмотреть несколько городов России, выступить на огромнейшей сцене Ханты-Мансийска. Мы выступили с честью, с достоинством. Несмотря на то, что мы не заняли никакое место, мы все равно очень рады и хотим еще. Как видите, чтобы попробовать себя в цирковом искусстве, не обязательно учиться на акробата, потому что наша республика – это регион возможностей, и реализовать себя в творчестве здесь может каждый, будь то автомеханик или журналист. Софья Мальцева, Олег Хохлов, учебное телевидение СГУ, специально для Коми студенческой весны.